Маша Лушук, здравствуйте. В прямом эфире информационная служба телеканала «Россия в войнах». В студии Хадижа Дадалаева. И в начале коротко о главных событиях уходящей недели. Как исполняется региональный бюджет 2013 года и каковы перспективы ближайших лет? Глава Минфина России провел совещание в Чеченской Республике. Научить платить по счетам задолженности по ЖКХ снова на повестке совещания правительства. Дарящие людям заботу и ласку сами в центре внимания. Социальные работники отмечают свой профессиональный день. Попали под влияние извне. В Натеричном задержаны 2 граждан, пытавшихся вступить в вооруженное формирование сирийской оппозиции. На неделе в Грозное прибыла делегация представителей Министерства финансов России во главе с его руководителем Антоном Силуановым. В столице Чеченской Республики прошло совещание, посвященное региональному бюджету. Обсуждали не только исполнение основного финансового документа в 2013 году. На повестке и вопрос выхода на бездотационный уровень. О перспективах узнавал Анзор Алхазов. В ходе своего однодневного рабочего визита в Грозный Антон Силуанов провел совместное совещание по нескольким важным для дальнейшего экономического развития региона вопросам. Встреча проходила в резиденции главы республики. Сегодня вы видите, что следы военной разрухи остались в прошлом. Республика не только стала полноценным субъектом страны, но и надежным оплотом стабильности и целостности России. В этой связи хочу отметить роль Министерства финансов России. Руководство Минфина регулярно бывало в республике, видело наши достижения, понимало наши проблемы, и мы всегда находили пути решения финансовых проблем. Это обеспечило динамичное развитие региона. Сегодня руководство страны ставит перед регионом важные социальные задачи. Для их реализации нам необходим дальнейший конструктивный диалог. В начале года я поставил перед правительством республики задачу обеспечить в ближайшие годы многократное при выполнении показателей программы повышения собственной налогооблагаемой базы. Необходимо также обеспечить максимальную возможность результаты и качества освоения бюджетных средств. Эти меры направлены на снижение уровня дотационности бюджета республики. Вместе с тем есть проблемы, требующие решений. В их числе и вопрос финансового обеспечения майских и последующих указов президента России Владимира Путина. Уважаемый Антон Германович, надеюсь, что наша встреча поможет найти пути решения этих и других проблем. Спасибо за внимание. Сам давно не был в Грозном, и когда сейчас мы проехали по улицам города, когда смотрели, как он изменился, конечно, это большое произвело впечатление, огромное впечатление. Но это говорит о том, что не зря мы реализовывали эту программу социально-экономического развития Чеченской Республики, которая вместе реализовывалась, вместе согласовывалась. И результаты этой программы, они видны всем, они видны, если просто можно выйти на улицу и посмотреть. Это хорошо, потому что жители Чеченской Республики, люди, которые здесь работают, видят результаты. И это самое главное. Мы сегодня приехали для того, чтобы обсудить ряд проблем. Ряд проблем, которые есть с точки зрения формирования исполнения бюджета. Действительно, сейчас заканчивается программа. Нам нужно определиться, как быть дальше, как формировать бюджет на предстоящий 3-летний период, как реализовывать те задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации в указах от 7 мая прошлого года. Как нам выходить из тех особенностей, которые формируют бюджет Чеченской Республики. Поэтому нам нужно обсудить проблемы как формирование и повышение доходной базы бюджета республики. Мы знаем, что доходы растут каждый год, причем высокими темпами растут. Мы должны просто определиться, как нам наполнить доходную базу бюджета. Что для этого нужно сделать? Первое, конечно, это экономика. Для того, чтобы поступали налоги, поступали доходы, формировались доходы предприятий, необходимо создание экономической базы, экономических условий. Вот на это, в первую очередь, мы должны обратить внимание и определить меры, как нам двигаться в этом направлении дальше. Второе, конечно, это расходы бюджета. Расходы бюджета не маленькие в республике, поэтому мы могли бы рекомендовать и реализовывать ряд предложений, которые наработаны специалистами Министерства финансов по оптимизации расходов, где-то по улучшению структуры бюджетной сферы,
что даст определенную экономию, даст возможность использовать эти ресурсы на экономическое развитие. Да, мы знаем, есть еще проблемы с кредиторской задолженностью, есть проблема и с задолженностью по тем стройкам, которые реализовывались в республике. Поэтому весь этот перечень мер, весь этот перечень вопросов мы должны сегодня обсудить и подготовить перечень мероприятий, подготовить план действий для того, чтобы постепенно Чеченская Республика выходила на общие условия взаимоотношений с федеральным центром, для того, чтобы Чеченская Республика имела собственную ресурсную базу, хорошую устойчивую экономику, которая позволяла бы обеспечить и занятость населения, и устойчивое социально-экономическое развитие, ну и, конечно, пополнение бюджета. Но все же главный и самый актуальный вопрос на повестке – обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета в четвертом квартале текущего года, а также на 2014 и последующие годы. Мы договорились о координации наших действий с точки зрения повышения бюджетной обеспеченности региона, повышения эффективности расходов субъекта Российской Федерации. Наметили планы по координации нашей дальнейшей работы. Считаю, что такое совещание полезно было как для наших коллег, для сотрудников Министерства финансов. Думаю, что это пойдет на пользу и коллегам из руководства Чеченской Республики. Общий объем дополнительной потребности средств на этот год составляет свыше 50 миллиардов рублей, в том числе на повышение заработной платы чуть более 3 миллиардов. Нерешенным также остается вопрос финансового обеспечения реализации в республике прошлогодних майских указов президента страны, направленных на совершенствование государственной социальной политики. Мы договорились о том, что часть средств из этих 3 миллиардов рублей поступила из федерального центра. Это около 750 миллионов рублей. Около миллиарда рублей поступит дополнительно после распределения финансовой помощи, которая зарезервирована в федеральном бюджете. Ну, а ресурсы около миллиарда будем искать вместе с Министерством финансов Чеченской Республики. Думаю, что, не сомневаюсь, что мы такие средства найдем. По словам регионального министра финансов Усмана Расуханова, за последние 5 лет прирост поступлений в консолидированный бюджет республики региональных и местных налогов значительно превышает как среднероссийские показатели, так и показатели по Северо-Кавказскому федеральному округу. Несмотря на все меры, предпринимаемые путем предварительного согласования с Минфином России и другими федеральными органами исполнительной власти, органам государственной власти Чеченской Республики, до настоящего времени налогооблагаемую базу республики не удается вывести на уровень, который позволил бюджету Чеченской Республики отказаться от финансовой помощи, предоставляемой из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, или хотя бы существенно снизить объем этой помощи. Как известно, в рамках таких согласованных мер нами реализуется республиканская целевая программа, направленная на увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики на 2012-2016 годы. Более того, в целях гарантированной реализации этой программы по дополнительному требованию Минфина России утвержден план мероприятий по повышению доходов Чеченской Республики на 2012-2015 годы. Здесь я бы хотел отметить, что мероприятия, предусмотренные в этой республиканской целевой программе и плане мероприятий по повышению доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики требуют принятия решений и мер как на региональном, так и на федеральном уровне. Между тем, указанная целевая программа и план мероприятий должным образом выполняются только лишь по тем мероприятиям, исполнение которых зависит от органов управления и учреждений Чеченской Республики. К примеру, в настоящее время в республике успешно реализуются мероприятия по актуализации налогооблагаемой базы муниципальных образований по местным налогам, по завершению которых треть местных бюджетов должна перейти из дефицитной категории в профицитную. В результате проведенной работы с налоговыми органами республики, органами Росреестра Чеченской Республики, количество земельных участков, находившихся в базе налоговых органов, с 97 869 единиц в 2011 году на настоящее время удалось довести до 171 тысячи единиц. Под подтверждением
мы сегодня поднимали все наши проблемные вопросы, и мы выслушали претензии и предложения и со стороны руководства Минфина России. Я думаю, что мы совместно придем к тому, что решим все проблемные вопросы и будем выполнять указы президента в установленном законом сроке. Я думаю, что сегодняшнее совещание это даст дополнительный импульс развития экономики республики. Сегодня руководство республики ставит перед собой конкретную задачу со временем вывести регион в число самодостаточных, уйти от прямого счета, отказавшись быть дотационным субъектом, но для этого нужен комплекс мер, включая гарантии на кредиты, помощь в развитии малого среднего бизнеса, создание наукоемких предприятий. Быстро отменить прямой счет, это значит поставить под вопрос исполнение тех обязательств, которые сейчас взяты республикой. Поэтому мы договорились о планомерном решении этого вопроса, договорились о создании рабочей группы, которая подготовит план действий по повышению доходов республики, бюджета республики, так и по возможностям оптимизации расходной части бюджета, что даст возможность высвободить ресурсы как раз для того, чтобы постепенно отходить от такого рода межбюджетных отношений между федеральным центром и республикой. Мы заинтересованы, в первую очередь, Чеченская республика заинтересована отходить от всяких других текущих вопросов. Мы должны показать, что мы полноценный субъект Российской Федерации. Нам прямые счета, там отдельные программы не нужны. Мы готовы выполнять и участвовать в программах и под программой федерального центра. Анзор Ухазов, Усман Керимов, Салах Абдурахманов, Али Вахаев. Вести недели. Чеченская республика. Глава республики Рамзан Кадыров предупредил власти муниципалитетов, что не потерпит махинаций с землями. Нарушения земельного законодательства будут жестко пресекаться. Вместе с тем должна получить развитие такая форма хозяйствования, как аренда, особенно для тех, кто будет способствовать экономическому процветанию своего села, района или города. Элиза Куркаева продолжит. Земельный вопрос вновь на повестке совещания правительства. Поводом для обсуждения послужили многочисленные обращения жителей республики в адрес главы региона. Люди жалуются на трудности оформления участков, выделенных администрациями района с 2001 по 2009 годы. Для решения этой проблемы была создана рабочая группа, которая разработала порядок регистрации участков. В итоге проведенных проверок незаконно выданные наделы были возвращены в земельный фонд. В его резерве сегодня значится 6000 гектаров, и половина из них – это земли, на которых уже возведены основания под строительство домов. Несмотря на запрет продавать участки, некоторые главы свою преступную деятельность не прекращают. Это говорит об их безответственности и недальновидности, было заявлено здесь. Фонд возглавляет, я считаю, это сам участие, сам в течение недели полностью этот глава региона продаст свой дом, машину, соседний дом, квартиру, все что угодно, и потом вынужден будет уехать из республики. Я с вами играться, церемониться не буду. Я забыл Глауш, сюда видно, что забыл Глауш, последние дни они участвуют в этом месте. Участвуют в этом месте, просто дом, распоряжение, мояклаш. Они просто дом узаканывали, когда так это дом. Сейчас халдинок дом, цан халдинок фили дастон, сейчас распоряжение шах дом, даже большинство объектов были дом. Государственный дастон. Вайлат и так эзигду, вайнтан. Хора наши ноолы, шумдич и ноолы дешты говорим дом. Сюда и бей гуштахо. А последствия дом, сюда и чудать ухордуте, лепри чудать ухордуте, вайт ухордуте лат, вайнтан, ладда дизите вайнтан, вайт абошан, худурдуе. Рамзан Кадыров отмечает, если глава района подписался руководить целым муниципалитетом, он должен полностью отдаваться этой работе, будь то разъяснительные беседы с местной молодежью или же соблюдение законности в земельных вопросах. Если он не считает себя полноценным хозяином этой территории, я говорю в хорошем понимании хозяин, хозяйственник, так сказать, который несет ответственность за все. Так, глава района. Рамзан Кадыров заявил о необходимости упорядочить систему оформления участков многодетным и малоимущим семьям, которые уже заложили основу под строительство на незаконно приобретенном участке, следует оказать помощь.
проблемы очень нахуй, och i takt med och det skulle stan i hajazon så عمالة حاضر نيادون ويوصل لاتش проблем för решить då полностью мы желательно было тех deutsch угадон да после этого дон остро стоит вопрос очень дон да also då так дон латон hör man det дишу и латон саму дон så включай здесь дон ton sig buchbuch ton har eller ton eller borfors när så är när i buchböten art шега ровно до шефа. Значит бух не значит по вашей вине да начали строительство когда а шуматься уже начали строить когда потом вы будете нести ответственность когда за свой счет это блин был art это ровно до шефа. Шега если надо лечь вот тогда латлер дело. Здесь же Рамзан Кадыров отметил, что сложная бюрократическая система не должна стать преградой для предполагаемых инвесторов. Глава дал поручение руководителям муниципалитетов оказать содействие предоставлении земельных участков гражданам, которые изъявили желание вкладывать средства в развитие села и района. Если завод, тюк, киоск, большой летстон, в республике, сом чудо, что лет кюк, не только лучше, что Славян, да гордящийся, что сажали, из-за арабел и уставишь, таяло рухсу, конечно. Лучше дать был, лучше дать дохлак, если есть инвестор, у башку летсу, складу дит рабочий метки, и знал вас, что вы ваш арадол, тадал дишь латки. Что шайги вы условия, что услуги, еще я лучше дон. Элиза Куркаева, Амина Акбулатова, Моусар Даудов, Али Выхаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести недели. Чеченская Республика». Система коммуникации работает на износ, а ее замена требует больших средств. Задолженность населения за услуги ЖКХ составила более 1 миллиарда рублей. Ситуацию нужно менять, заявил Рамзан Кадыров на заседании в правительстве. Как будут взыскивать долги у злостных неплательщиков, выясняла Амина Акбулатова. Проблема оплаты за поставки электроэнергии на правительственное заседание выносится не в первый раз. Этот вопрос поднимался и на совещании при участии президента страны. Почему в нашей республике ситуация практически не двигается с мертвой точки? Этот вопрос Рамзан Кадыров адресовал руководителям министерств, ведомств и муниципалитетов. О задолженности по ЖКХ в целом по региону отчитался Хасан Ахмадов. По его словам, худшая собираемость в Шалинском, Урус-Мартановском и Грозненском районах. Всего по региону задолженность за первые 5 месяцев 2013 года составила свыше 1 миллиарда рублей. Жители пользуются благами цивилизации, но платить не хотят. Коммуникации работают на износ, а для их реконструкции или замены нужны средства, подчеркивает Рамзан Кадыров. Каждый дом станции дом, трансформатор дом, как свет сразу, да, может на все, да, инстанции пишут, да, хотя, свет отключили, дайте нам миллиарды, не думали. А если, да, собираемость сахильч, ёвшо сидишь на износ ючма, я еще, да, хотя. Да, ще еще уход сеич, да, масла сахильч, бом сахильч, тел сахильч, пилка сахич, да, Бонгалборцы более, да. Как мы можем у них требовать, чтобы они, да, поменяли, так сказать, да, трансформаторы, да, линии, столбы. На совещании присутствуют руководители межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа. По их словам, в скором времени в республике будет построено несколько газоводов, которым нет аналогов в России. Договоренность уже есть. Мы уже договорились с министерством по поводу целых 3 заводов. Первый завод — это по учету приборов. Мы уже начали работать активно. 2000 приборов мы уже закупаем. Это вот то, что нам показывали с Вадимом Семеновичем Шукшиным. 2000 мы покупаем в ближайшее время. 5
к сентябрю месяцу нам будут готовы, мы их закупим, так мы готовы закупать. Объем годовой около 30 тысяч, обещают вот выйти на этот результат в ближайшее время, и мы будем работать. Второй завод это у нас по производству композитных опор и траверс. Это будет вообще крупнейший завод на юге России, который будет обеспечивать практически МРСК всего юга, ну, может быть, даже и дальше. И самый первый завод на сегодняшний день, который вообще будет в России. Следующий завод это по производству СИП, это самонесущие изолированные провода. Значит, в принципе, мы уже эту задачу нам поставил Олег Михайлович, мы уже разрабатываем техническую документацию. Вообще это будет на самом деле очень такой серьезный кластер в самом сердце Северного Кавказа, который будет обслуживать практически весь юг России. Рассказал заместитель директора МРСК и о больших задолженностях распределительных компаний Чеченской Республики. По его словам, на сегодняшний день сумма долгов составила 474 миллиона рублей, половина из которого за Чечкоммунэнерго. Рамзан Кадыров отметил, что работа по собираемости будет усилена. До юридических и физических лиц следует донести простую истину. Плати или не пользуйся. Только своевременная оплата за потребляемую энергию или газ не только избавит от больших задолженностей перед МРСК, но и будет способствовать развитию и совершенствованию всей коммунальной системы республики. Придется побыстрее завершить реформирование электроэнергетического комплекса. Тогда у нас будет мало проблем. И я думаю, что Министерство промышленности и МРСК усилит работу о завершении этого вопроса, так как на сегодняшний день у нас в республике, да, если взять по регионам, ситуация более-менее нормальная, да, особенно по Кавказу. Но это нас не успокаивает, потому что мы сами хотим бесперебойный свет, газ, воду, дороги. А за это надо проделать огромный труд работы, и люди должны это понимать. Ну, население до республики потихоньку привыкает, но по линии сельского хозяйства разные предприятия, организации еще не пришли к тому, что надо платить. Если они хотят работать или развиваться на территории республики за газ, за свет, за воду, налог, это они должны знать в первую очередь, они должны отдавать долги. Амина Акбулатова, Али Вахая при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести недели Чеченская Республика. Глава республики поручил Кабинету министров активно участвовать в федеральных целевых программах. Об этом он заявил на заседании правительства. Кадыров высоко оценил работу Кабинета министра по решению острых вопросов, но в то же время призвал руководителей министерств более активно проводить работу, направленную на развитие сфер, которые они возглавляют. Он поручил министрам перенять опыт коллег из Татарстана. Для этого они вылетят в Казань после универсиады. Кроме того, на встрече он выразил недовольство и тем, как решается вопрос строительства жилья для поздневиков из натеричного и горных районов. Глава заявил, что люди не могут ждать обещанного решения до 2016 года. Необходимо решить проблему как можно скорее. По следам Госсовета, собранного президентом страны, Рамзан Кадыров провел совещание по проблемам столицы республики в сфере ЖКХ. Глава республики интересуется ходом проводимых в Грозном работ по замене водонасосных станций. Как доложил мэр, вопрос обеспечения жителей города водой практически решен. Нерешенной остается проблема изношенных водопроводных труб. В отдельных районах наблюдалась проблема с водоснабжением, поэтому была построена и запущена в эксплуатацию ВНС-9. Из-за сильного напора воды на отдельных участках случаются прорывы. Особенно изношены трубы большого диаметра, которым более полувека. В замене нуждаются около 2 километров таких линий, отметил Ислам Кадыров. По словам главы региона, в столице не должно быть проблем с водоснабжением. Все необходимые работы нужно провести, пока еще тепло. Здесь же затронули и вопросы жителей проспекта Кадырова. Практически каждый балкон застеклен стеклопакетами. Это не только влияет на внешний вид, но и небезопасно, подчеркнул городоначальник. Как отметил Рамзан Кадыров, с жильцами необходимо провести разъяснительную работу и исправить ситуацию.
О первых успехах работы Комитета правительства по туризму говорили на встрече главы республики с руководителем комитета. В своем докладе Амруди Эдельгериев рассказал, что несмотря на относительную молодость, команда ведомства уже сформирована. Уже обкатываются бывшие пешие туристические маршруты региона с учетом современных реалий и строительства новых достопримечательностей, вырабатывают свои собственные маршруты. Руководитель комитета также сообщил, что ведомство принимает участие во всевозможных выставках. К примеру, Интермаркет в Москве, в ходе которой были налажены контакты со специалистами в сфере туризма. Рамзан Кадыров отметил, что на этом останавливаться не стоит. Мало найти заинтересованных людей, важно заняться раскруткой их идей именно в Чеченской Республике. О достижениях в инвестиционной политике на неделе доложил главе республики Хасан Хакимов. Вице-премьер подчеркнул, что последние несколько месяцев регион посетили делегации с различных стран. Каждый из них отметил отрасль для прибыльного финансового вложения, в которой они заинтересованы. По словам Хакимова, интерес к Чеченской Республике есть и у японских инвесторов. Однако их сдерживает то, что правительство данного государства с некой осторожностью относится к нам. В ответ глава республики дал поручение налаживать взаимосвязь со всеми потенциальными инвесторами и особенно с представителями развитых стран, таких как Япония. Министр здравоохранения на встрече с Рамзаном Кадыровым доложил о состоянии здоровья жителей Шелковского района. Свыше 20 человек, 9 из которых дети, поступили в больницу с признаками отравления. Позже выяснилось, что все они любители сладкого и клиенты одного и того же местного магазина. На данный момент практически все пострадавшие поставлены на ноги и уже выписаны из больницы. Относительно недоброкачественной продукции ведется расследование Роспотребнадзором. На неделе школьники республики сдавали очередные единые госэкзамены. Рамзан Кадыров провел расширенное совещание с главами районов, представителями районных отделов образования, директорами школ, участковой службой. На встрече подводили предварительные итоги. Главная тема – прозрачность процесса и правонарушения на пунктах сдачи. Асет Мальсакова подробнее. Разговор в резиденции получился жестким. На встрече с теми, кто дает знания, принимает их и следит за правильной сдачей, Рамзан Кадыров еще раз говорит, знания купить нельзя. Их надо копить в течение 11 лет учебы в школе. И для этого должны работать как учителя, так и родители, которым нужно поменять свое отношение к воспитанию своих чад. Образование, экономика, сельское хозяйство, промышленность, специалист, на промышленность, сельское хозяйство, специалист, любой придумать, любой iPhone, iPad, любой программ, Instagram, Twitter, студенты придумать, естественно, миллиардами что активно находишься. حلقة شكولة عدود ديت بين عماد في الأسلوب شوية بين ودين ما ده أصلا. Если когда-то вложили $50 миллионов كده, а сейчас 5-10-20 миллиардов. И в знания. А вы да не там бабушки пенсия там делают баттан что еге проблем реакции. И дальше занимайся грабежью, насвайтся, мала, свободное время. Избери школы, дюшхильч, домашние ешхильч, свободных англомаяц. Несмотря на принятые меры, при сдаче очередного ЕГЭ снова выявились нарушения, а вернее правонарушения со стороны тех, кого призвали следить за процессом. Участковый, который посредничал шпаргалками, и учительница, обещавшая протащить школьника, конечно же, за деньги. Одни из тех, кто не дает развиваться системе образования, отметили здесь. Ashton, deshtege, вы избершен в обову, вы тагануш, хошруешь, чекцеволич, юхшер, уже динам сасад вышеду. Получившие баллы за деньги школьники в будущем никакими специалистами не станут и работы, соответственно, тоже не получат. А в Инстаграм потом пишут, что все места отдают носителям фамилии Кадыров. Отвечая таким заявлением, глава республики подчеркивает, только единицы и только проверенные временем и исполнительностью людям доверяются ответственные направления.
хочу амасана шо с первых дней дон вечера чанта хочу чанта дао шо вахадасан из-за хватавина 100% дон халхис ди что да галичу судон шеф показать хаяшлон хисахисна. За образованной молодежью будущее, отметил Рамзан Кадыров. Те педагоги и работники системы, которые будут способствовать развитию коррупции и злоупотреблять должностными полномочиями, будут отстранены от работы, подчеркнул он. Всегда образование бошлуш метаха цалик садон вайдона минус удиш тасмун ажи وين داخل تادلع ويدونا هيقودش قيتم بوش يا يحب يوش ناخل بيش وقتش يعني خيط سخوتي وين ناخلونا نوتي جبور بات وين اخش شغلتي دير دات وين داخل دات وين образование يزون وين دون تحكينو придумать дон привлечение инвестиций привлечение дон внимание дон лучшую сторону يزون дон и هذا ديشتو وقولي عقش ده ديشتو شا اعتدل شا تشق على ما تعرف وتجاب روس شا اعتحيت يقصون as wichtig oder so sicher участие дона порядок чекла чан примерно что дошло наград что ли что даст он شا اعتحيت شا جو حرم اعتحيت شاديق الخلم مش عارف شنو بقى عشان بلخ نيق يصيرون بيرو شو داس ساعدون مصور تيازب سادش شنو مصور تعدون باب بيش شنو تيجادون تليفون لدو شنو شادري كتير عبوش شنو هيز كيج او غردوش شنو إيمتي بيدودون ويدونا وبيش قيتم بوش حلقلدوش قيتردوش يا يعدون الإيمان إسلامش قيودي وشلو بيش يكيدا كان ويبرغت عندو. Разговор о ЕГЭ, отношении педагогов к работе и системе образования в целом продолжился уже с руководителями вузов и СУЗов республики. Рамзан Кадыров заявил, что как при поступлении, так и во время учебы взяточничества среди преподавателей и студентов не должно быть. В случае выявления фактов таких нарушений закона ответственность в первую очередь пойдет на них, отметил он. Однозначно, он. Що набухи, що колектив м'який бачен, що м'який, що ми зликені дала наснова. Педагог, що на це саме десь, що на це сам дорождас, дірдошдас. Имейте в виду, ас до таких дон, хекно так паур, дала урваченство, да сказать, хавелналост. Господин Саидов, حصدوته وحصدكته ويش محوجنا أحتيجا يبغضون نقول نحوت ويتنا حو تانا ويقوم من دون هو بوابش حماسته وهيتت علينا دوشتلهم بكزوخ على اسم الصوت سرور هو حسن الجباش هوات Айсят Мальсагова, Муслим Есадов, Руслан Магомадов. Вести недели. Чеченская республика. И продолжаем выпуск. Пенсионные взносы, материнский капитал, электронный документооборот. Итоги деятельности работы чеченского отделения Пенсионного фонда России Рамзан Кадыров обсудил с его управляющим Мухаммадом Ахмадовым. Подробности в материале Ларисы Тутаковой. В докладе руководитель отделения Пенсионного фонда подчеркивает успех чеченского отделения. Впервые за 10 лет регион не просто выполнил, а перевыполнил план, собрав более 5 миллиардов рублей взносов. Такого результата нет ни у одного субъекта Северного Кавказа. И это итог совместной и активной работы всех министерств и муниципалитетов республики. Среди лидирующих по отчислениям Министерства транспорта Гудермесский, Шалинский и Чхомартановские районы. На встрече Рамзан Кадыров интересуется и ситуацией с выдачей материнских капиталов. И здесь мы в списке лидирующих. население своих пусков на воспользование сертификат Хаячи целый федеральный округ Хаячи отцул
воспользоваться округ Ябальцем. Цели халх воспользоваться это больше. Это хайрих или атана, шин воспользоваться лучшего, воспользоваться давою. Цавик сихош бер хошо кача собор да целуш сихой квехул. Сихолчуна ши ипотечный кредитный займ и большое направление. Кашер собордина бер хошо качитна хаюш волчуна два этапа тиншоте дохса ца проблемы участь. Также Мохаммад Эми Ахмадов доложил, что налажен электронный документооборот. Люди могут зайти на соответствующий сайт и собрать необходимый перечень бумаг на пенсию, получить справку. Кроме того, для сбора необходимой информации воспользоваться ресурсом удобно муниципальным властям. Глава республики отметил значимость таких изменений. Здесь же Рамзан Кадыров поручил усилить разъяснительную работу среди получателей материнского капитала. Людям надо понять, что им выгоднее, подчеркнул глава. Капитала Босхерсон. Все равно не думаю, что мы этим занимаемся, конечно. Наоборот, большинство населения, которые использовали это направление, они говорят, возможно, сделаем опыт на больше. А бывают те люди, которые сейчас, конечно, материалы, кредит, чуть подороже. А дороже что он сюда, что ответственность сенсация, мы да банк утига да, как налог, НДС, МНДС, мусор дайли, на, вот здесь, конечно, он рыночный, махаха халбину хотя бы. Ну, этому его никто не принуждает, конечно. Он сам идет на то, что сегодня получит, он говорит, и потом опять он жалуется, конечно. Говорит, мелает, да, والله بطل دلاتري يعني وجودنا الانترنت شيء سايت اشتغال صوت اشتغال إذا تقبل بالبيزنس. Речь на встрече зашла и о студентах-выпускниках. Рамзан Кадыров поинтересовался у Ахмадова о деятельности в качестве заведующего кафедрой Государственного муниципального управления в нефтяном университете. Только в прошлом году 175 выпускников факультета было устроено на работу. По словам Мохаммада Эми, уже отобрано на стажировку 45 выпускников. Кроме того, до конца года будет проработан и вопрос трудоустройства программистов. Министерство автомобильных дорог и начинается повода, сказать, мелодони, нахуй побобры, да, нет, везде станция, хамбозу возьмем, когда станция, следующий Алексей Берсию, Оли, Век, Бозик, Дона, и сам до Оли, действительно, видишь, я стараюсь ему на вас, сюда, мог навать балаторийский, да, стал даже, хотя предложить мне дорожу, здесь обещал, а то, что он больше думает. Лариса Тутакова, Руслан Магоматов при поддержке пресс-службы главы и правительства. Вести недели. Чеченская Республика. Сегодня работники социального ведомства отмечают свой профессиональный день. В преддверии праздника торжественное мероприятие прошло в отделении Пенсионного фонда России по Чеченской Республике. Здесь собрались представители отделений и структурных подразделений Министерства труда. Выразить слова благодарности приехал и главный проводник социальной политики в регионе Рамзан Кадыров. В своем обращении глава отметил значимость труда социальных работников, которые претворяют на местах политику и руководство региона и помогают людям преодолевать трудности. Здесь же состоялось и награждение наиболее отличившихся сотрудников Пенсионного фонда и Министерства труда, занятости и социального развития. Более 10 работников получили значки «Заслуженный социальный работник» и почетные грамоты. Продолжили мероприятие веселые и находчивые работники социальных районных ведомств, которые показали зрителям зрелищные номера. Оценивала игру жюри, председателем которого был Рамзан Кадыров. Место духовного обогащения и изучения Святого Корана. Еще одна школа хафизов, на этот раз в Урус-Мартане, откроет свои двери. Для местных жителей это событие станет самым знаменательным. О том, когда духовная школа примет своих первых муталимов и когда ждать торжественного открытия, репортажа нашего корреспондента. Строительство в Урус-Мартане, 4-я в республике школа хафизов, началось еще в прошлом году. Возведение нового религиозного учреждения на учащихся закончено меньше, чем за 1 год.
سعوي دون بروبلم شغل روي دون هو سرتاوي بروبلم شغل يتحول من العواشين سنة ستريت الجاي دون هوش طبقة ويدخل كده. Что касается учебного процесса, то, по словам помощника главы региона Адама Шахидова, этот вопрос тоже решен. Уже сформирован преподавательский коллектив школы. خزني أصلا قاح يوكش ويدام ويحيخر خوي بورشبو بط ورس مثلا حجر خلاص عش قوي أحدا والله تجع يوشوش كل تيجي شو حجرنا ويحيخر ويدام والله بورشبو قي خير بورشبو خوسر تاحي أخا جمسي حي تجع دون حبان بورشبو حافي الشتان نو إجازة دل دون كيف تليشوش دكتور بوق دون أحسن دون تجد سيدون أخا لقو بابا بيش هو كويس كده صان هينسوي دون حبيش هو تج دون تندح حتى يوصل دون تمشي برايفسي دون وران عامو دون يبوخ بويش كيشم بيش داو والله بويش الدنيا العالم حمش دون دورة نهاية وهاي مرسم متاع الجي وش كش بيش وش ونحي خرقون وزا وش شيء يتغير أدرش إجازة عيل البقو يلش أق خمسة مولا فون حق يلش وش والعيل بتقويزة تجا ورس مرتان حجرة تحيتهم وش بالحي خرفوا دام والله حق ومتعرف الشيخ بيلش يشريزي بورش شق وارث وش متعرف ما تعيل إجازة يلش بقو يلش دام والله إشتري خرفوا يبو اشتغل شيء بعد كده شيء قرآن بيركت تحيي خريح يتحقق وش داس أحمد الله ويخوص يتعشق وش بيمسح شق وش قيت هذا هيك ديش نستوش كلش دوي إذا قرآن ده هيك إذا سوستوش داس متيه إن سوي غالر حجر حلوة الروي تجع شق على الوشوال شق على زوج يدوس يجوز عامله يجوز عامله تحرق الوشوال يلخى متعلم تغنى دون العالم يقر كونكورس دعوة ايتنا يحكي عن بوش سوايش وشك وصبار معها تجويد دعنيست المتعلم شبو إشتا ولا تجع خدرشتك. В духовном учреждении созданы все условия для обучения. Помимо учебного процесса, здесь отдано предпочтение физическому воспитанию юных талимов, а также изучению иностранных языков. Рамзан Кадыров подчеркнул, что правильное религиозное воспитание подрастающего поколения крайне необходимо, дабы уберечь их от влияния разных лжетечений и не быть использованным в интересах каких-либо спецслужб. أخذت إشكيشن بوجتون تندونا أخوي شريعة طريقة بوشتك خدو عامور دوش تيجا عالبات دون إشتوي خبص ديز دوحوي دون دحوي دون كيلدر دون لحش قولا إلنا حاج شاكي دون وموخي دون أيمر دويتي مو أيمر دي هنزوي دون تبعي سو دون وشي شباقيك دون وواقع دون حافظ ودرس دون الحمد لله دال خاصة بدون صدر دون وكان هذا المساج تاع بوغ بيسدون وسوقي وشقي ترى ويقول انا في بيركه دون لختي وين داخل السودان طبعا وين بوشتو حاطو دون مصو بتعرفش كاع دون طابوش توام بو بيس بريات شويز سيري دون نوختو تشرتك دون بوصل دين داك سيري وتشوشا يوقع ياش كانت واش هيرودوش دوش وستودنت واش تغن سيجاح دي عبش لسي عبش دي مش حاوات هوش فلاس حقق حياة بيت بوها في فلاس لغيرج تهلي تاتسي قاعدونا بوصلنا عندين تريضي دون سيري دون ومتعين مش تعبلو في شو سيقع بيش نكش دون تعبلو شو سيقع دون حجر شوش سيقع بقى عيلم نخبوش مصو اول عيدو دون نوغلو يشي على تعني دون هين سيجا بولشا دوتا بچالشن بوخابل دون زابد европейский بچالشن بوخابل نا دون احجاد دون باتش دون مش دو هاي غازو تاع بوصلنا مثلا ليش بدون بوصل بچالش دون سبب بيسكاتش ناو دون او دون تيس هور تمو في باتش ولا مش دين دون بوصلنا تاني اوصل يا اسمع مثلا بوصلنا بوجود دي احسن الناس هوش دون سيا بوشي فلاست هو عطانا كيف من أربع وين شو باقي نختار بعضن دون راس مت خوش شيء مصو راس كده وين تيوري خوش مصو ما خوش هتشوف بعد دون نحمو والإنسان دون شيء كيف من نعود دبوش أوين دون يو دون حاجة دون رمجة هو دون تبي له هي مو سيد عدو جراد تو
voltek dona, ču asen razat dona. Šana ovo jezik, već krat na odru da sam. Sili ček dona, preskati na ovo ček dona lijel da sam. Car i hadeš heak isk biš pučka, heak of biš pučka bjorton. Onda čak priješo priziju što on busov na, bojiš mu busov na izmu. Atvičan sabiš moćka. Ođa ovo je don busov din don, del din. Teatri, atlerdi, dupa je mora sumnak dona, del sam mašo don. Ovo je jebuk. Kur'an sunnet kirane şerişi don, ve novšistu bidat dokile, ve ni принимаем das. So der don, ve teko još orvo istjake budi don. Mel istjada, ho talan don, hur das nas don, vječna je don što te pograga don. Jer radio kampanje Moslom, jer arad бог язык без мутал посили don, ve. Сайхан Шахбулатов, Али Вахаев, Вести недели, Чеченская Республика. Чеченские полицейские на неделе предотвратили попытку двоих жителей Натеречного района вступить в ряды сирийских незаконных вооруженных формирований. Двое безработных граждан готовились отправиться в охваченную боевыми действиями Сирию, чтобы воевать на стороне бандформирований. Наш корреспондент постарался узнать, что побудило их на такой безрассудный поступок. Жители Натеречного района Тимур Аль-Мурзаев и Анди Ватаев впервые, хочется надеяться, что последние, которых задержали чеченские полицейские при попытке вступить в ряды сирийских боевиков. Молодые люди откликнулись на призыв в интернете сирийских повстанцев принять участие в так называемой священной войне против правительственных войск. При беседе в ходе личного опроса данные лица подтвердили их намерение о том, что они добровольно хотели вступить в ряды участников, которые ведут боевые действия на территории Сирии. Для этого ими были приобретены загранпаспорта. Ролики с призывами воевать на стороне боевиков были обнаружены в телефоне у одного из задержанных. По его словам, идея вступить в ряды появилась после просмотра видео, на котором якобы изображена жестокость войск Башара Асада против мирных жителей. Оба молодых людей женаты и имеют по несколько детей. 30-летний Анди Ватаев живет вместе со своими родителями. Для них было шоком, когда они узнали, что младший сын хотел уйти воевать в Сирию, оставив свою семью. Второй несостоявшийся наемник Тимур Аль-Мурзаев объясняет свой поступок внезапно нахлынувшим чувством справедливости. Отец молодого человека не может сдержать слез. Ансур Алхазов, Юсуп Ильсаев, Али Вахаев, Вести недели, Чеченская Республика. Что сделано и какие работы еще предстоят? Эти вопросы обсуждались на заседании оперативного штаба по реконструкции 42-этажного здания комплекса «Грозный-Сити» под руководством депутата Государственной Думы Адама Делимханова. Одна из основных задач на сегодняшний день – скоординировать работу всех организаций, задействованных в восстановлении «Феникса», отметил Адам Делимханов. Проектирование объекта завершено. Необходимые материалы, соответствующие мировым стандартам, уже заказаны. Все они имеют низкую степень горения. Наружное стекло будет со специальным напылением, которое позволит сохранять тепло в помещениях зимой, а летом прохладу. Комбинация композита и утеплителя позволит создать все необходимые условия для предотвращения возгорания. Восстановительные работы планируют завершить к 15 сентября. Ходами работ сегодня мы пока довольны. Все работы проходят экспертизу, и сегодня вся фасадная часть, она в проектировании, она сделана, все проекты, все готовы. Материалы завозятся, и думаем, что чуть-чуть
идем с опережением графика. Это в первую очередь благодаря Всевышнему и тому вниманию и беспокойству главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича. Самая главная задача, которая стоит перед нами сегодня, это срок. Потому что в такие сроки, такие подобные здания сделать очень сложно. И поэтому основные замечания, которые высказывает нам сегодня заказчик Адам Султанович, это замечания, связанные с тем, что мы должны максимально эффективно использовать существующее время. Лучшие рукопашники на одном ринге. В Грозном начались состязания по комбат-самообороне на Кубок секретаря Совбеза экономической и общественной безопасности Чеченской Республики Идриса Черхикова. Соревнования разделены на 3 вида. Спортсмены от 6 до 13 лет выступают в свободном стиле фри-комбат, участники от 14 до 17 лет в сейф-комбат, а бойцы от 18 до 35 бьются в смешанном стиле микс-комбат. Кубок секретаря Совбеза проходит в первый раз, но уже собрал 200 спортсменов в 49 весовых категориях с разных клубов, видов и стилей. Спортсмены, занявшие призовые места, получат путевки на Кубок Кавказа, который пройдет в городе Кисловодск 15 июня. Таковы новости уходящей недели, ну а сразу после нас смотрите «Вести спорт» с Бекханом Магомадовым. Но я с вами прощаюсь. Адикел Шумашай.